что, всем привет, дамы и господа. Avantis A7 Lux Limited Edition, 300-очка, 174 мотор, MN3, по-моему, он маркируется так, индекс. Начнем, наверное, с двигателя. Движок водянка. Как понятно, из 174-го это диаметр поршня 74 миллиметра. В разных источниках по-разному пишут его лошадиные силы, но сам двигатель как бы 26, ну а с колеса уже в зависимости от звезд снимается по-разному. В Рейсер такой же движок, но там 28 с колеса. Здесь как бы звезда немножко другая, поэтому и лошадиных сил будет другое. Ну так, сделано, конечно, красиво. Смотрится. Полноразмерная база. Пластик такой, более-менее как бы. Как он будет, на самом деле покажет эксплуатация. Ну так, вроде мягенький. То, что мотоцикл с ПТС, но только непонятно одно, почему, как бы подразумевая, что должен ехать и второй номер, если по допам, то не поставили подножки заднего пассажира. Вообще даже не предусмотрено никакого крепления. На том же Avantis A6 Lux без ПТС подножки есть. И встает вопрос, откуда они взяли эту раму. Потому что есть еще один косяк. Короче, вот тут вот осталось. Стоял ролик. Но цепь вот где. Интересно, зачем здесь стоит ролик? Из какого мотоцикла они присобачили сюда эту раму? По апгрейду на него сделать, то это надо ставить нормальную защиту картера, потому что помпа вынесена далеко вправо, и если прилечь на правую сторону, крышечку эту сломать, она наверняка какая-нибудь алюминиевая на раз просто. Плюс по охлаждению, по разводке вот этих вот шлангов от радиаторов, ну непонятно, тут уже приколхозили как бы, чтобы не горел шланг, но чем они так, придется все это как бы исправлять. На одном шланге одет пружинка такая, которая, чтобы не давала, чтобы шланг соприкасаться, на остальных нет. То есть сэкономили. Ну и по сборке как бы его. Если вы заплатили за сборку такого вот Авантиса, поверьте мне, деньги вы выкинули не зря. Потому что косячков здесь мелких дофига. Это как бы вот поставить ломы, не поцарапав, просто невозможно. А царапаются они очень легко. Когда поставишь одну сторону, потом вторая не совпадает. Приходится очень сильно разжимать траверсы, чтобы его туда засунуть. Непонятно еще одно дело, зачем они сделали два радиатора. Ну, как бы два радиатора понятно, но почему они разного размера, вот это уже интересно. Тем более, что он очень выглядывает вниз, ничем не защищен, нижняя банка радиатора. Как бы ломануть ее тоже не составит труда. Лапка переключения передач тут уже заменена. Стоковая, это, я не знаю, кто ее придумывал и как с ней бороться. Но лучше меняйте сразу. Если собираетесь ехать куда-то, где будет возможность курвануть, здесь под крылом стоит железный подрамник. Его лучше снимать. Потому что если вы курванете, то вместе с этим подрамником выломается еще и основной подрамник.
а он жестко к нему прикручен. Тогда будет беда. Попадете на две детали сразу. Так как бы сломается просто пластик один и все. По подвеске. Подвеска регулируемая, ККЕ, все регулируется, все регулировки работают, при сборке проверяли. Они не выставлены. Короче, выставляется среднее положение сразу по щелчкам. На амортизаторе, на передней вилке нажатие отбой. Все в среднее положение и потом под себя регулировать. Ну вот сейчас в среднем положении, как бы я 83 килограмма, вполне адекватно себе работает. Никаких вопросов. По сцеплению. Сцепление туговатое, но как бы на всех мотоциклах, тем более, что это как бы низ получается 166-го, 172-го того же двигателя, только с балансиром здесь уже. И сцепление туговатое. Ну, обычно это все к 1000 разрабатывается. Ну, здесь уже владелец поставил легкого выжима и как бы одним пальчиком уже выжимается. Вопрос только сколько раз так можно выжать. Ну, немножко туговато. Так вот раз на 20-й уже пальчик подустает. Еще один такой момент, который вот мне не нравится. Это датчик спидометра. Вот он. Нафига на эндуро поставили сюда датчик спидометра, который может отломаться любой веткой, оторвать провод. Предложи другой вариант, куда его можно было поставить. Вон. Что вон? Вон Где у тебя стоит. проезд стоит? А? А где у тебя проезд? По-другому как-то? Да. А, вот это? Да. Ну вот, Почему да, скажи. не надо было сделать, нельзя было сделать вот так? Тормоза. Хорошие тормоза. Ну, конечно, Nissan лучше гораздо. Ну, да. Задний как бы однопоршневой, ну, передний двух. Тоже почему? Ну, в принципе, понятно, что это все удешевление конструкции. Потому что на данный момент, как бы по цене, с мотором водянкой, и да еще и с ПТСом, ему как бы равных Вообще нету. Да, их вообще нету. Можно что-то тут поснимать, конечно, попродавать, чтобы уже катать такое хорошее эндуро. Доработать его, наставить защит. И он вполне себе будет ехать. Но, как я понимаю, что из-за цены в основном его и берут. Не только что из-за ПТС, но и из-за цены. Что мотор хороший, очень низовой, очень тяговитый, достаточно мощный. Сцепление, конечно, тут слабенькое, но для хард эндуро, там, где уже надо сцеплением травить часто. Я не знаю, не вижу смысла травить им здесь, потому что если поставить, например, звездочку заднюю немножко побольше, мотор низовой, он даже без сцепления вытягивает, ну, везде. Просто газом. Баночка, конечно, тяжеловатая. Так, на руку, наверное, килограмма 2 точно будет. Из нержавейки тяжелая. Ну и с пластиком, со всеми резьбовыми надо быть аккуратненько. Потому что все как бы на сопельках тут держится. Ничего не пережимать. Ну и по сборке. Перемазывайте все. Прогрессию, маятник, все подшипники перемазывайте, куда можете долезть. Колеса, рулевую. Везде добавлять надо смазку. Везде ее очень мало. Цепь как бы тоже 1-2 покатухи, подтяжка. Растягивается очень быстро. Здесь выкинули 2 звена,
чтобы она как бы адекватно трошки растягивалась. Если на новой звезде, на новой цепи выкидать два звена, то ничего страшного не будет. Но если она уже растянутая и вы выкидаете два звена, то тогда начнет жрать звезды. Лучше менять на новую. Вот такое расстояние после выброса двух звеньев осталось для подтяжки цепи. То есть это как бы лучше сделать сразу, пока она еще не растянулась. Ловушечка цепи хорошая. Корпус нержавейка, внутри резинка. Слейдер, как обычно, не попадает туда, куда ему надо. Вот так он должен стоять. Диски алюминиевые, с буксаторами сразу с завода. Это плюс очень большой. Ну а так, по техническим решениям, конечно, видно, что прогресс идет. Вилочка хорошая, полые очки на спереди и сзади на колесах. Маятник, натяжка легкая, удобная в цепи. И вот это меня еще смущает, бля. Нельзя было аккуратнее как-то там все нарезать, это, бляха. И вообще она выглядит как-то, не знаю, ненадежно. Отломать ее, наверное, это, блин, как раз-два. Эту дюральку. Ну, в принципе, если не так позиционировать его как с ПТС, хотя я не понимаю, нафига вот на такие мотоциклы ПТС. По асфальту на них ездить? Нет. По прощелку? Так и нахрен там тут ПТС. Переплачивать за повороты и все остальное тоже так себе. Не, рулится он классно, мне понравился. Очень на песочке он мне понравился. Даже несмотря на то, что тут стоит малая звезда задняя, ну, вполне его на второй передаче везде хватает. И поменять резину, и будет вообще пушечка. Ну и сделаем заключение. На данный момент по цена-качество, как бы этому мотоциклу конкурентов нет. И для любительского эндуро или в лес съездить по те же самые грибы, это как бы то, что надо. Ну а если поснимать все, что для ПТС, то вполне можно где-то и попрыгать даже. Но главное без фанатизма. В хард ему точно дороги нет. Для творожков, короче. Само то, что надо. Поучиться. Заодно и гаечки крутить тоже получитесь. Как бы по обслуживанию тут ничего сложного нету. Движок надежный. Ну а как говорится, с дуру можно и кое-что сломать. Говори косяки. Да. Рама уёбок. Вот эту раму они впиздячили в этот мотор, блядь. Раз. Какого хуя он такой низкий, с такой длинной базой? Два. Где подножки пассажира, блядь? Три. Ну вот про подножки пассажира, да. И почему нельзя было просто на рейсер поставить наклейки Авантис и добавить ПТС? Все. Что? И за такую же цену продавать. Нет, они, блядь, поставили вот эту уебищную эту раму, блядь. Радиаторы эти петушиные разного размера. И вот он, блядь, длиннющий. И, блядь, что вот это на сиденье? Ну, как уебище. Для поездки за грибами, ну. Так а было где мне, удобнее. блядь, грибницу посадить? Ну вот с грибницей, да. Которая будет кошики держать. Для грибов, блядь. Тут не поспоришь, да. То, что они с лапками маханулись, это, блин, очень большой минус. Свои ощущения, мне страшно пиздец на нем. Ну и что? После Мотоленда.